Крыму, по данным властей, 35 тысяч человек приняли участие в первомайской манифестации в Симферополе. В руках демонстрантов были российские флаги. Демонстрация проходила там же, где и в советские времена, у памятника Ленину в центре города. Крым – регион Украины, аннексированный Россией весной 2014 года. В Киеве, столице Украины, коммунисты провели традиционный первомайский митинг. Он прошел без разрешения властей и через несколько недель после того, как парламент специальным законом запретил использование в стране нацистской и коммунистической символики. В последние месяцы на Украине были уничтожены многие символы советской эпохи, в первую очередь памятники Ленину. Возмущаются тем, что в Алма-Ате сотни людей пришли почтить память скончавшегося казахского поп-исполнителя Батырхана Шукенова. Он был популярен в бывших советских республиках Центральной Азии и в России. Известность пришла к нему как солисту группы А-студио в конце 80-х годов. Шукенов умер от сердечного приступа в возрасте 52 лет в Москве, где жил и работал большую часть времени. В столице Пакистана, Исламабаде, тысячи верующих собрались у главной мечети. Они пришли выслушать заявление приехавшего в Исламабад шейха Халида Аль-Гамди, великого имама Каабы, мусульманской святыни, находящейся в Мекке, Саудовская Аравия. Имам объявил о введении единого времени молитв для мусульман Исламабада. До этого верующие в разных мечетях города собирались на молитву в разные часы, что создавало неудобства. В Грузии общественный резонанс вызвали результаты переписи, показавшие, что население страны сократилось почти на 15% со времен прежнего такого подсчета 12 лет назад. Перепись, проведенная в ноябре прошлого года, установила, что в стране живет 3 миллиона 700 тысяч человек. Главная причина уменьшения численности населения Грузии – экономическая миграция. На центральном рынке Душанбе, столице Таджикистана, базаре Шаха Мансура, как обычно, идет торговля овощами, фруктами и другими продуктами питания. А вот торговля одеждой и рядом промышленных товаров оказалась под запретом, что вызвало протесты покупателей. Эти перемены – часть плана реконструкции города. Она включает в себя возврат к практике советских времен, когда главный рынок Душанбе был известен как «Зеленый базар» и торговал только продовольствием.